Доброе утро, телеканал БСТ, программа «Салям» продолжается. Друзья, сегодня 20 июня, четверг, прекрасный день для того, чтобы начать его вместе с нами. И тем более у нас сегодня в гостях товарищи, которые организовывают уже пятый раз X-Waters. Это заплыв по реке Белой, по реке Агидель. Дмитрий Бабин, организатор X-Waters Уфа, и Гузель Кашапова, участница X-Waters Уфа. И уже я так понимаю, что Гузель не впервые будет плыть. Так что, ребята, рассказывайте, что предстоит, когда, где и как принять участие. Всем привет. В этом году у нас 30 июня заплыв. Ну вот и все, как бы. Переходите на сайт xwaters.com, регистрируйтесь и поплыли. Да, у нас в этом году 5 дистанций. Если брать еще эстафету, то 6, можно сказать. В том году мы ввели первый раз 20 километров, в этом году повторим. В этом году у нас будет 30 пловцов на дистанции. Уже? 20? Нет, именно сейчас про 20 километров я говорю. Всего у нас планируется 700 участников. Вот, 20 километров, 10, эстафета 5 плюс 5, 5 километров, 3,5, 2 километра. Слушайте, ну, самая популярная дистанция, так понимаю, которые маленькие, да, короткие? На самом деле пятерка самая да? Да, популярная. Сколько человек участвует, ну, чтобы понимать? На пятерке? На пятерке. Ну, вообще максимально 200, вот сейчас уже 150 примерно участников. 150, еще, ну, еще за неделю, так думаю, наберется. Да. Слушайте, а как-то они одномоментно выпрыгивают, ну, или как-то заходят в воду? Где это вообще происходит? Ну, каждый старт у нас в своей точке находится, то есть мы же плывем по реке. Получается, нам нужно до места старта людей довести. В случае с десяткой это происходит на корабле, то есть они садятся на прогулочный катер, корабль, мы их отвозим на слияние реки Уфимки и Белой, и они прямо с корабля начинают стартовать у нас по одному. Если брать дистанции, которые стартуют с берега, они по команде судьи забегают в воду тоже друг за другом, пересекают стартовую линию и уплывают. Гузель, ну вы как человек уже с опытом, сколько вы плавали? У меня опыт пока не такой большой. Это будет мой третий заплыв, получается. В не такой большой. Третий заплыв, нормально. Сколько до этого была дистанция у вас? В прошлом году у меня была дистанция 3,5 километра. В этом году у меня будет самая популярная 5. 5, то есть в следующем году, я так понимаю, 10. Ну, на юбилейный 10-й, посмотрим. Уже всю 20-ку. Слушайте, ну давайте поговорим о том, что про безопасность пловца. Это все-таки река, это открытое водное пространство. Что необходимо в первую очередь для пловца? Вот, как я вижу, есть у нас гидрокостюм, да, это прям топ, то, что необходимо, и то, что должен иметь каждый участник, правильно? Да, но для, скажем так, своего спокойствия, что ты точно сможешь участвовать, нужно иметь гидрокостюм, потому что есть определенный температурный режим, вернее, правило по температуре. Если вода у нас ниже 18 градусов, мы все обязаны быть... Она ниже 18 у нас, да? Нет, сейчас уже потеплее. Потеплее, но все равно. Да, но все равно лучше... Ну, погода может измениться вообще за день до старта. Вдруг там что-то случится с погодой, там заморозки, что-то еще. Он такой приятный на ощупь, я вам скажу. Да, он из неопрена. Он устроен так, что он закрытого типа. Ты должен набрать воды в него, она начинает греть. И еще плюс очень большой, он держит на воде, то есть выталкивает на поверхность, в нем невозможно утонуть. То есть он не для подводного... Он что, как спасательный, получается, да, то есть он в этом случае очень удобный. И еще также у нас у каждого пловца, если гидрокостюм по погоде, скажем так, смотрим мы по температуре, то буй, индивидуальное сопровождение должен быть у каждого пловца. То есть это для того, чтобы вот как раз, да, вот на картинках видим, на картинке, да, что у каждого такой буек, для того, чтобы участника было видно на воде. Ага. То есть, если вдруг что-то где-то... Слушайте, а кто-то... Вот ладно, это понятное дело, что у него есть гидрокостюм, у него есть буй, что он заметен. Будет ли рядом кто-то сопровождать? То есть, какие-то ребята, спасатели или еще кто-то что-то? Вдруг кого-то ногу свело, руку там еще что-то где-то подвело, так скажем. Да, но на дистанции 20 километров у нас у каждого индивидуальное сопровождение. То есть даже так? За каждым пловцом прикреплен каякер, именно на каяке, то есть удобнее. А на дистанциях покороче, там у нас будут гребцы на сапах, плюс будут спасатели на катерах. То есть кому-то стало плохо, он поднимает руку, к нему подъезжает спасатель, выясняет, в чем дело. И уже принимает решение дальше. Может, он просто отдохнуть. Перекур. Ну, можно так, а что, по реке встали, по течению все равно донесет до финиша. Так что какая разница, с лодкой-то без лодки. Гузель, насколько сложно вообще? Вот вы как человек, который плавает, я так понимаю, тренирует же в любом случае в бассейне, только в реках. Да. В чем сложность? Вот, ну, вроде бы так вот подумать же, плыть по течению, ну, легче. По факту. Ну, во-первых, температурный режим мне было
Прохладно в первый раз, В скажем любом так. случае, то есть Да. несмотря на то, что гидрокостюм есть. Ну, в прошлом году и была более прохладная погода, кстати, в заплыв. Вот. Ну и вообще волны, вот это вот все волнение, когда ты в общем потоке стартуешь, тут все гребут, кто ногами, кто Бывало руками. такое, что оно прилетает? Типа ты вот занырнула, тут тебе с ноги прилетело. Да, это же контактный Бывает. вид спорта. Это некое единоборство водное. Особенно если кто-то перед тобой брасом плывет. Вот, кстати, по поводу... Стиля? Стиля, да. Есть ли какие-то, то есть, Слушай, ну вообще, определенные, так скажем... вообще вот про кроль говорят, что это вольный стиль плавания, то есть, ну, типа, Кроль, это, да, для тех, кто ты не в курсе. можешь Кроль, что это такое? плыть, ну, волен плыть любым видом. То есть есть те, кто там брасом может поплыть, есть те, кто даже у нас участники в прошлом году десятку баттерфляем плыл. Баттерфляй. Вот, да. Это когда две Это когда, ну да, такой волной, скажем так, плывет, да, такой, 10 ну, километров? сам, да, так плыл. Ну, говорит, всем, я не видел лично. Ребята рассказывают, но я сам не видел. Я только на старте видел, как он стартовал, и все, потом я уже уехал. И на финише его видел. И на финише, да. Все. Что получает по итогу человек, который проплыл вот за свои дистанции? Ну, во-первых, да, у нас выдача стартовых пакетов 29-го, получаем стартовый пакет, в котором должен быть в итоге у него чип, индивидуальное сопровождение тоже. Будем выдавать его перед посадкой на трансфер, потом всякие подарки от партнеров. И на финише, как обычно, это медаль. Медаль, запоминающаяся за свой труд, то, что ты проплыл, справился. Медаль красивая, необычная. Да, Красиво? красиво. Тем более, учитывая, что в этот раз Тяжеленькая. 5-й юбилейный. Поэтому, друзья, если у вас есть дикое желание сейчас еще раз поплыть по Агиделе, есть дистанции разные, от 3,5 до 20 километров. Я думаю, если это у вас будет впервые, то возьмите 3,5, чтобы хотя бы просто попробовать и пощупать, так скажем, воду. Потому что, видите, Вот, Гузель вроде бы тоже человек еще есть. с опытом. Да, с опытом, а и то, видите, говорит, что лучше поберечь себя и попытаться с чего-то малого. Вот, заходите на сайт xwaters.com, регистрируйтесь, ну и участвуйте в этом празднике спорта, который состоится уже в следующее воскресенье, 30 числа. Во сколько стартуют вообще все дистанции? По У разному нас времени? все разное время же, получается, 20-ка с 7 утра начинаем, 7 мы утра, там, чтобы да, приплыть. там десятка в 10, там дальше пятерка в Ну, вот 10:40. пятерка, только вообще можно выспаться и спокойно прийти поплавать, так скажем. Да, Ну, вот попробовать. самый поздний старт, это у двушки в 12 часов будет. Гидрокостюм? Гидрокостюм. Лок, это все обязательно, правильно? Да, обязательно справки и страховка обязательно должна быть на этот старт.